Реформа в Центре избиркоме проходила поэтапно. Сначала внедрили технологию биометрической регистрации избирателей и идентификации в день голосования. Затем начали использовать автоматический подсчет. Но на практике этого оказалось мало. Подкуп голосов и применение админресурса на выборах в Джорку-Кенеш в 2020-м привел страну к кризису и аннулированию результатов. ЦИК вынесла уроки ситуации и совместно с правительством разработала антикоррупционные меры. Недостаточно, чтобы выборы были достоверными, прозрачными. Недостаточно даже, чтобы выборы были свободными. Важно, чтобы и граждане тоже так воспринимают в комплексе весь выборный процесс. Они будут считать выборы справедливыми только в том случае, если они будут считать, что в результате выборов пришли достойные кандидаты. Поэтому эту свою роль должны, я думаю, тоже сыграть и избиратели тоже. Поэтому ЦИК поставила задачу повысить участие избирателей в голосовании. Сейчас, в межвыборный период, все внимание сосредоточено на информационно-разъяснительную работу населения. Для этого по всей стране работают 70 центров гражданского и цифрового развития. В этих центрах у нас будут преподаваться курсы так же, как по гражданскому образованию, так же по цифровому образованию. В рамках гражданского образования преподаются курсы как гражданин и государство, например, демократия, права человека. Например, также идут, экологическое образование. ЦИК также повысила требования к предвыборному процессу, а именно к самим претендентам. К примеру, для прозрачной регистрации используется инструмент «Электронный кандидат». Все данные проверяются онлайн в информационной системе Түндүк. Партия сама получает этот результат и уже вводит, предоставляет в Центр избирком документы, уже полностью проверенные. И это исключает конфликты. И это обеспечивает, что каждый, по сути, кто хотел участвовать в выборах и соответствует требованию, имел возможность участвовать в выборах. Это очень большое продвижение вперед. Еще одним прорывом в борьбе с коррупцией стала мера по финансовой прозрачности избирательного процесса. Все банковские операции кандидата автоматически прослеживаются на сайте Центр избиркома. Айгерим Рамилева, Самат Алтакунов, 5 канал.